Абан эту сцену. Манан семье пызагах мар. Манан арм, вундагар шулды ываладжа, тада эбе. Манан от тебе анне вадам, от тегаль сагар вунулда жилда. Анне нумай булмас, сагар вунвища тулдарджа. Манан тада твана пабур, унан твададжа тада иге манук. Подемешле ман таван хурандаш нумай, взем чвашрада пурнаще, республика тулажинджете. Хужаран, Эбир, Яла, Шюрегелетпер. Манан от тебе аннень тван ялезем, ельджик районинже. А джаджухне, эбе Яла, час-чазах шюреттемче. Унда шövебех пурнаттемче. Унчухне кугамайба азанне сываче. Давайте разбирать. Манан семье пызагахмар. Манан семье моя семья. Пызагахмар не очень большая. Слово «семье» — это заимствованное слово с русского языка, хотя в чувашском языке есть полноценный, скажем так, синоним. Киль-иш. Киль — семья, дом, домашний очаг, а иш — семейство. То есть киль-иш получается домочадцы. Те, которые живут в одном доме под одной крышей. Конечно, есть нюансы. Сейчас все больше мы говорим «семье», подразумевая, наверное, городскую все-таки семью. Но слово «килиш», оно тоже, в общем-то, присутствует. Пызагахмар. Пызак большой, мар небольшой, а вот усилительная частичка «ах» говорит нам, что не такой уж большой, не очень уж большой, не очень уж большая в данном случае. Сравните. Хитрехмар. Не очень уж красивый. Сагалах мар. Не очень уж мало, не так уж мало. И так далее. Манан арам, моя жена. Вунтахар чулды ивал аджа. 19-летний сын. Тадаэбе. И я, а также я. Вундахар чулды. 19-летний. Обратите внимание, что в чувашском языке, когда мы спрашиваем возраст, мы говорим, в каком году ты. Например, эзе миже чулда. Сколько тебе лет? В каком ты году? И ответ, например, мне 20 лет. Эбе ширим чулда. Я в 20 году, в 20 году получается. Если мы хотим сказать 20-летний, мы вместо а чулда, где используется местный падеж, мы заменяем на и. Тот, который в 19 летах, в 19 годах. Вундахар чулды иваладжа сын. Для сравнения сравните такие слова, как шкул, школа, шкулда в школе, шкулды, школьный, то есть тот, который в школе. Хула, город, хулара в городе, хулары, городской, тот, который в городе и так далее. Манан от тебе, а не вада. От тебе, а не родители. Вада пожилые, старые. Атехаль, отец сейчас. Сагар вунулда жилда. В 86 годах сагар вун улта. Сагар вунна 80, сагар вун улта 86. А не мама, нумай булмас. Недавно, нумай, много не будет. То есть вот так по-чувашски мы выражаем недавность, недавно, нумай булмас. Или можно сказать нумай мар пулать. Будет, но немного. Сагар вунвище тулдарджа. Исполнилось ей, получается, 83. Интересное слово для исполнилось, да, в чувашском языке. Дословно это переводится наполнила. То есть мама наполнила 83. Подразумевается лет, годов. 83 года она наполнила. Вот так, если мы хотим сказать, что мне исполнилось, например, 20 лет, эбе щирим тулдардом. Я наполнил 20. И так далее. Манан тада. У меня также, манан тада, твана пабур. Есть родная сестра.
а па в данном контексте старшая сестра. Вообще, точнее, это в любом контексте старшая сестра, потому что в чувашском языке мы различаем старшая сестра, младшая сестра, старший брат, младший брат. Итак, старшая сестра это апа, младшая сестра йомак, старший брат это пиче, а в некоторых говорах достаточно часто мы можем услышать тиде. А для младшего брата есть слово шолом. Унон, твада, аджада, иге, монок. У нее 4 ребенка и 2 внука. Монук, внук. Кстати, тоже слово заимствовано с русского языка. Вот. Или по-другому, если мы скажем по-чувашски, хотим сказать херень, херень, ывале. То есть херень, дочери, сын, дочери, дочь, например. Ну, мы сейчас часто говорим манук, внук. Подемешле ман тван хурундаш нумай. Подемешле ман тван хурундаш нумай. В целом, в итоге, вообще, подемешле ман тван хурундаш, моих родственников, мои родни много, нумай. Подемешле, подем это целое, а подемешле в целом, в итоге. Тван хурундаш, и то, и другое мы можем перевести как родня. Но здесь, наверное, есть небольшой нюанс. Тван это чаще всего, когда речь идет о близких, да, родственниках. А вот у хурундаш это уже начинаем там со второго колена. Двоюродный, троюродный, это все хурундаш. Наверное, не случайно мы говорим тван челье. Ну, не хурундаш челье. Это все-таки немножко родной, но чуть-чуть подальше язык, да. Везем, они, Чувашрада, Пуранаща, Республика Тула-Женджедия. Они живут и в Чувашии, и за пределами республики. Чувашра в данном контексте мы используем в Чувашах, получается, или в Чуваше, потому что слово чуваш еще имеет значение не только человека, да, чуваша, не только прилагательный чувашский язык, чуваш-чельи, но еще и местность Чувашра в Чувашии. Сравните, тудара, эбе тудара карам, я поехал в Татарстан. Или «Иде тудардагаль», я сейчас в Татарстане. Но это такая вот разговорная конструкция, хотя мы можем сказать Чуваш Республикинже, да. А вот Республика Тула-Женже за пределами республики. Тулаш – это какой-то, тул – это вне дома, эбе тула тугада. Я выхожу вне дома. Очень часто под слово туладух подразумевает пойти в туалет. Нет отдельного слова для туалета, но вот говорят туладух, выйти в туалет, выйти наружу. Республика Тула-Женже – это вне пределах республики. Хужран – время от времени. Мы знаем еще одно слово для время от времени. У нас есть хутран – ситрень, хужран, хош-чухне иногда. Ну вот еще вот хужран, да. Причем тут слово хужа у него, это переводится как отрезок или промежуток. В общем-то речь идет как о временном промежутке, так и пространственном промежутке. Поэтому можем сказать ик эрне хуши в течение 2 недель и щав хужера, например, скажем, в этот промежуток времени, в это время, или чак хамар хужера между нами. Вот. Хужера небер яла в деревне Щурегелетпер. Щуре ездить, ходить. Щурегеле это еще один аффикс, который должен быть удостоен нашего внимания. Кала келе. То есть то, что делать с какой-то регулярностью, но не часто. То есть примерно соответствует русскому по. Например, почитывать. Вула, вула, гала. Захаживать, например, киль, геле. Из мамбада.
Кильгеле, ты все-таки захаживай ко мне, приходи в гости, значит, да? Шюригелеппер, мы ездим периодически, время от времени, так, поезживаем. По-русски так трудно дословно сказать, да? Дальше. Манан от тебе аннень тван ялезем ельджи крайнинже. Деревни, родные деревни моих родителей находятся в Яльчикском районе. От тебе аннень родителей кого, чего? Родительный падеж. Это родительный падеж характеризуется окончанием он, н или просто буквой н, которая добавляется к словам, которые заканчиваются на гласную. Аннень, например, в данном случае. Например, каман. Чей? У кого? От кого? Каман. Танян. У Тани. Кукаман. Компьютер. Это чей компьютер? Кутанян компьютере. Это Танин компьютер. Здесь есть и зафет, и есть родительный падеж. Отнерень, ну и так далее. Печень старшего брата. Аджа чухне, эбе яла час чазах щуреттемче. Аджа чухне, когда я был ребенком, аджа ребенок, чухни когда. Стоит обратить внимание, что чухне это переводится именно когда, в то время как. И иногда это слово путают с вопросительным наречием хожан. Хожан мы используем, когда речь идет о вопросе, из-за хожанки леден. Когда ты приедешь, когда ты придешь. Но вот когда мы о чухне мы используем тогда, когда мы подразумеваем, что действие происходит с чем-то еще. А чухне, когда я был ребенком, в то время как я был ребенком, вот надо обратить внимание на это, да, не путайте. А чухне, эбе яла, в деревню часть чазах часто щуретемча. Еще одна глагольная форма. Это прошедшее время незакончено или имперфект своего рода. Да? Что-то я делал в прошлом, и мы не обозначаем, что это действие было закончено. Или яла щуретемча. Я ездил в деревню. Щуретемча. Здесь у этой глагольной формы нужно обратить внимание на аффиксы «этт», «атт». Получается плюс личное окончание «щуреттем» и «че». Очень часто мы добавляем еще один аффикс, который подразумевает в прошлом, прошедшее время, но он не обязательно. Это «яла щуреттем», я ездил в деревню, «ебе яла щуреттемче». Это «яла щуреттен», это «яла щуреттенче» и так далее. Унда щавебех пуронаттамче. Там пурнаттамче опять то же самое глагольное время, прошедшее, незаконченное. Жил, проживал. Щавебех, щу лето, щаве изофет от слова лето, щавебе. Б это у нас совместный падеж, и х усилительная частичка. Когда мы все это объединяем вместе, у нас получается все или целое лето, все лето, щавебех, ну сравните, куне бех целый день, эрни бех всю неделю, щулдалаге бех целый год, ну в принципе можем сказать каждый бег, весь вечер и даже, ну например, семинар, семинаре бег, весь семинар. Запоминаем эбех, в конце ставим, и у нас получается целый весь что-то там, у нас какой-то промежуток опять времени. Унчухне в то время, кугамайба азане сываче. В то время были живы и кугамай в чувашском языке, бабушка со стороны мамы, а за не бабушка со стороны папы. Есть также, конечно, дедушка со стороны мамы Кугажи и дедушка со стороны папы Азате. Сываче были живы. Сыва живой, че, опять же, показатель прошедшего времени. Пайнлага пульджи, на сегодня все. Пайнги кунар, азамла булдар.
Пусть ваш сегодняшний день будет волшебным.